Большая просьба, во избежание неловких ситуаций, отключите свои мобильные телефоны. Благодарим за понимание. Добрый вечер, уважаемые коллеги-музыканты, уважаемые меломаны, все, кто любит и ценит музыку композиторов Удмуртии. Сегодня у нас юбилейный концерт, посвященный 70-летию замечательного музыканта, композитора, музыкально-общественного деятеля, педагога, заслуженного деятеля искусств Удмуртской республики, лауреата Государственной премии Удмуртской республики, лауреата международного конкурса композиторов Александра Германовича Карепанова. Но сегодня на протяжении концерта мы постепенно познакомимся с разными сторонами его деятельности, но, конечно, на первом месте это его композиторское творчество. И сегодня вы услышите произведения, которые уже давно любимы нашими слушателями, которые без всякого сомнения стали уже классикой нашей музыки, а также кое-что новое и очень интересное. Ну, а если говорить об основных этапах его жизненного пути, то это, конечно, семья великого удмуртского композитора Германа Афанасьевича Карепанова, в которой он родился. Это знаменитый наш 15-й дом на улице Советской, где мы когда-то с Сашей познакомились, когда нам было лет 5-6. С тех пор вот мы с ним и дружим, и пересекаемся постоянно. Это и музыкальное училище, где он окончил теоретическое отделение, и Казанская консерватория, которую он окончил по классу нашего замечательного педагога, у которого большинство наших композиторов училось, Анатолия Борисовича Луппова. Ну и после этого начинается вот его длинный и плодотворный путь в нашей удмуртской музыкальной культуре. Если говорить о основополагающих чертах музыки Александра Германовича, то надо прежде всего сказать вот о чем. Его музыка – это пример удивительно позитивной и оптимистической музыки в нашем очень непростом времени. И в 20 и в 21 веке немного есть композиторов, которые бы исповедовали вот такой философский оптимизм. Это не значит, что его музыка поверхностна, что она, так сказать, является музыкой развлекательной, что ли. Нет, в этой музыке есть и серьезность, в этой музыке есть и глубина, но самое главное, в ней есть вот этот удивительный, светлый стержень, что, конечно, приносит нам, слушателям, и утешение,
и веру в лучшее. Ну и в этом отношении, наверное, музыка Александра Германовича, его эстетика ближе всего к нашему самому солнечному композитору XX века Сергею Сергеевичу Прокофьеву. Тем более, что по интересному стечению обстоятельств даты, вернее, день рождения у них совпадает, 23 апреля. Вот так бывает интересно очень. И вот я думаю, что подтверждением моих слов будет как раз произведение, с которого мы начинаем наш концерт. Это его камерная симфония. Произведение очень лаконичное, 3 небольшие части. И вот в этом сочинении очень интересно переплетаются некоторые тенденции музыки XX века. Я бы сказал, что это своеобразный музыкальный карнавал, где различного рода персонажи перекликаются, пересекаются между собой, где-то угадывается внутренний сюжет, где-то мы ощущаем связь с неоклассическими традициями, вспоминается классическая симфония того же Сергея Сергеевича Прокофьева, где-то есть что-то от музыки барокко, а где-то что-то и от ритмов XX века. Например, в финале явно у меня возникают ассоциации, например, с ритмами музыки Леонарда Бернстайна. Но самое интересное, что вот эта вот намеренная и очень хорошо аранжированная, срежиссированная пестрота, все-таки в ней угадывается, может быть, опосредованно, может быть, где-то в глубине, но все равно угадывается вот это национальное начало. Это вот попевочность, свойственная удмуртской музыке. И в результате возникает очень интересное сочетание традиций, разнообразных традиций музыки европейской и русской с ярко выраженным национальным колоритом. Вот в этом это произведение очень интересно. Ну и, помимо всего прочего, это просто музыка, которая очень хорошо слушается и которая, как я уже сегодня сказал, дарит нам хорошее настроение. Итак, мы начинаем наш концерт. На сцене лауреат премии правительства Удмуртской Республики, Государственный симфонический оркестр Удмуртской Республики, за дирижерским пультом заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики, лауреат Государственной премии Удмуртии Николай Роготнев. И мы слушаем камерную симфонию Александра Германовича Карепанова в 3 частях.
Прежде чем прозвучит следующее произведение, я хочу несколько слов сказать об одном очень важном аспекте в деятельности Александра Германовича Карепного. Я имею в виду работу над наследием его великого отца. Ну, во-первых, благодаря Александру Германовичу целый ряд произведений Германа Афанасьевича, которые были по тем или иным причинам неизвестны нам, обрели вторую жизнь и сейчас стали подлинной удмуртской классикой. Я имею в виду прежде всего, конечно, концерт для скрипки с оркестром и сюиту для скрипки и фортепиано, произведение, которое получило уже даже и международную известность. Ну и, конечно, нужно сказать особо о подвижнической работе по сохранению оперы «Наталь». Дело в том, что партитура этой оперы была в единственном экземпляре, и она была уже просто в критическом состоянии. И вот Александр Германович своими руками в компьютере набрал и клавир, и партитуру этого произведения. А вы, наверное, представляете, какой это громадный труд. Нашел возможности издать это прекрасное издание. Вот. И в результате теперь это произведение, конечно, как говорится, навечно запечатлено, и ничего ему не страшно. То же самое можно сказать о его работе над симфониями Германа Афанасьевича. Это, конечно, работа, которая вызывает колоссальное уважение. Ну, а сейчас я хочу сказать еще вот о чем. Есть композиторы, у которых особое есть пристрастие к такому жанру, как вальс. Я думаю, не надо называть эти имена, вы все их прекрасно знаете. И вот Александр Германович у нас как раз композитор, который создал классические наши местные удмуртские вальсы, которые звучат и на двух роялях, которые есть и в его фортепианной сольной музыке, и, конечно, есть вальсы в его крупных произведениях и в отдельных произведениях. Действительно, этот жанр у него чрезвычайно органичен и очень своеобразен. Мы всегда ощущаем именно индивидуальность данного автора. В то же время, как и в камерной сюите, которая только что, в камерной симфонии, которая только что прозвучала, мы ощущаем, конечно, и связь с традициями. И вот сейчас прозвучит изумительный совершенно, ставший очень популярным грустный вальс для камерного оркестра. Уже само название навевает ассоциации со знаменитым произведением Яна Сибелиуса. Конечно, это очень по-своему, конечно, это очень индивидуально, и в то же время, конечно, такие нордические финно-угорские нотки, связанные с Финляндией, здесь подспудно ощущаются. Кстати сказать, грустный вальс Сибелиуса был одним из самых любимых произведений Германа Афанасьевича Карепного. Вот так как-то все интересно складывается и переплетается в судьбах композиторов и в их творчестве. Итак, звучит великолепный грустный вальс Александра Германовича Карепного.
Отговорила роща золотая, на улице сегодня непонятная совершенно слякоть, а мы с вами вспоминаем нашу изумительную золотую осень под звуки осеннего вальса Александра Германовича Карепова. Продолжая свой рассказ о многогранной деятельности нашего юбиляра, я должен еще сказать вам вот о чем. С момента, наверное, появления у нас в Удмуртии композиторов, а потом и с момента появления Союза композиторов, очень остро всегда стоял вопрос, связанный с пропагандой музыки композиторов Удмуртии через нотный материал, через записи и так далее. С этим была просто катастрофа. И вот большой очень заслугой Александра Германовича Карепанова на посту председателя Союза композиторов было то, что он развил у нас издательскую деятельность. Я уже говорил о сочинении Германа Афанасьевича Карепанова, а теперь, в общем-то, у нас изданы очень многие произведения наших композиторов, в том числе и концертно-педагогический репертуар. Теперь буквально все музыкальные школы нашей республики имеют ноты наших композиторов. И еще одно очень важное такое дело. Дело в том, что уже есть 2 выпуска мультимедийной антологии музыки композиторов Удмуртии, где есть и аудио, и видеозаписи, и большой материал
нотные и фотографии, и рассказы о композиторах. Есть теперь и книга для учителей музыки о композиторах Удмуртии. Это, конечно, результат нашего коллективного труда, но главным зачинщиком, как говорится, всего этого дела и человеком, который сумел это дело пробить и сделать это реальностью, конечно, Александр Германович Карепанов. Вообще надо сказать, что на посту председателя Союза композиторов, которому он был много лет, он очень много сделал и для пропаганды нашей музыки, и для того, чтобы концерты из произведений наших композиторов стали традицией. И в результате музыка наших композиторов часто звучала и за пределами нашей республики, в том числе и в дальнем зарубежье. Ну а сейчас я хочу перейти к одному из самых крупных произведений нашего юбиляра. Это к его балету «Соловей и роза» по мотивам сказки знаменитого английского писателя Оскара Уальда. К сожалению, этот балет до сих пор не нашел своего сценического воплощения. Хочется надеяться, что это когда-нибудь все-таки произойдет. Тем более, что музыка его чрезвычайно балетна, в то же время симфонична и наследует лучшие традиции классических балетов, идущих и от Петра Ильича Чайковского, и во многом, как мне кажется, от Сергея Сергеевича Прокофьева. Это балет-притча, потому что и сказка является своеобразной притчей. За сказочной фабулой здесь, конечно, угадывается философская идея, угадываются вечные проблемы, которые, кстати сказать, абсолютно актуальны и для нашего времени. Вот вкратце фабула, которую я сейчас вам зачитаю. Профессорская дочь пообещала танцевать со студентом на балу у принца, если он принесет ей алую розу. Но у студента не было такой розы. Только один соловей понимал его страдания и решил помочь. Он полетел в сад, где под окном у студента рос розовый куст. Цена за алую розу была очень высокой. Всю ночь соловей должен был петь, прижимаясь грудью к шипу, и утром на кусте расцветет алая роза. Решив, что любовь дороже жизни, соловей пел в ночной тиши вначале о том, как любовь прокрадывается в сердце мальчика и девочки, потом о рождении страсти в душе мужчины и девушки, и песня становилась все громче, и боль становилась все мучительнее. И соловей пел о вечной любви, которая сильнее смерти. Утром студент, удивленный и обрадованный, сорвал розу и побежал к профессорской дочке. Но в ответ он услышал, что эта роза не подойдет к ее наряду. К тому же племянник камергера прислал ей настоящее каменье, а никуда дороже цветов. «Как вы неблагодарны, с горечью», — сказал студент и бросил розу на землю. Роза упала в колею, ее раздавило колесом телеги. Вот такая трагическая притчевая история, которая абсолютно не потеряла своей актуальности и в наше время. Вы меня, конечно, понимаете. Но надо сказать, что в музыке балета вот эта идея о том, что любовь сильнее смерти, что любовь в конечном итоге побеждает и меркантилизм, побеждает, так сказать, зло, она присутствует. И поэтому в этой музыке, наряду с драматизмом ее, наряду, так сказать, с трагическими моментами, все-таки мы слышим вот эту философско-оптимистическую ноту. Вы услышите сегодня сюиту из этого балета. Такие номера: вступление, трудное решение, танец белой розы, ставший уже знаменитым и звучащий на многих концертных площадках большой вальс «Желтые розы», замечательное симфонизированное адажио в лучших традициях русских балетов «Красные розы» и апофеоз финала, где через вот этот трагизм все-таки проглядывает вот это вот, так сказать, утешение и идея о вечности настоящей любви. Итак, сюита из балета «Соловей и роза» с дирижерским пультом Николай Роготнев.
Все в порядке, можно продолжать. Я хочу еще сказать вот о чем. Александр Германович очень много отдал лет, времени и сил в связи с педагогической деятельностью. Многие годы он преподавал в Ижевском музыкальном училище, ныне колледже. Был одним из тех музыкантов, которые заложили основу высшего музыкального образования в нашей республике. Я имею в виду музыкальное отделение факультета искусств нашего университета. И среди музыкантов нашей республики немало его учеников, которые с благодарностью вспоминают его занятия. Ну и, конечно, сегодня хочется сказать об уникальной музыкальной семье. Действительно, мы можем с полным правом говорить о династии Карепановых музыкантов. Сегодня уже, конечно, была речь о великом Германе Афанасьевиче. Хочется напомнить вам то, что супруга нашего юбиляра Тамара Ювенальевна, выдающийся фортепианный педагог, широко известный не только в нашей республике, но и за ее пределами, а ее ученики, многие достигли очень больших высот. Его замечательные дочери, прекрасные пианистки, внучка, которая сейчас учится на фортепианном факультете Казанской консерватории. Все это говорит о том, что традиции будут продолжаться, и династия Карепановых подарит нам немало прекрасных музыкальных минут и впечатлений. И вот в подтверждении этого сегодня в завершении нашего концерта прозвучит премьера, произведение, которое вначале было написано для фортепиано в 4 руки, а теперь обрело новое качество уже для фортепиано в 4 руки с оркестром. Это сюита в 10 частях с очень характерным названием «Хорошее настроение». Это то, что нам сейчас с вами очень необходимо, прямо в точку. Вот. И это ряд совершенно изумительных музыкальных зарисовок, которые связаны и с природой, и с миром детства, вот, и с различного рода жанровыми сценками. Я думаю, что эта музыка не требует никаких комментариев, поэтому я вначале перечислю названия, а потом наш маэстро Николай Роготнев в процессе исполнения вам напомнит название каждой из миниатюр. Итак, что же у нас входит в сюиту «Хорошее настроение»? «Восход солнца», вальс одуванчиков, галоп кузнечиков, колыбельная, догонялки, хорошее настроение, летний дождик, озорники, вальс осеннего ветра и на ипподроме. Итак, я с удовольствием приглашаю на сцену наших замечательных пианисток, представителей музыкальной династии Карепановых, заслуженную артистку Удмуртской республики, лауреата международных и всероссийских конкурсов Марию Павлову и лауреата межрегиональных и всероссийских конкурсов Людмилу Хитрину, а также, конечно, маэстро Николая Роготнева. Итак, хорошего вам настроения.
Дорогие друзья, я с удовольствием приглашаю на сцену нашего юбиляра и председателя Союза композиторов Удмуртской Республики Марину Германовну Ходыреву. Так, ну, наверное, для поздравлений мы вначале Марине Германовне дадим слово, пожалуйста. Дорогой Александр Германович, спасибо вам за пребывание в невероятной волшебной музыке. Я думаю, что все побывали в этой прекрасной музыке, и она нас не отпустит очень долго. От лица всех коллег ваших, композиторов, музыковедов, хочу поздравить вас с юбилейным славным годом. И пожелать, как всем композиторам, наверное, самое ценное пожелание – оставаться в форме, такой же, какой вы есть сейчас, чтобы писать новую музыку. Чтобы рядом с вами были музыканты, соратники, исполнители, такие как наш уважаемый Государственный симфонический оркестр Николай Серафимович. Низкий поклон вам, огромное спасибо. И, конечно же, пусть все ваши мечты и планы сбываются. Я вам хочу преподнести вот этот журнал, где здесь есть небольшое интервью с вами. Вот, и поздравляю. Спасибо. Вот, ну, я рад вас здесь всех видеть, рад, что вы в наше такое странное время все-таки ходите на концерты, ходите по улице. Вот, это замечательно. Вот, я, конечно, как говорят в первых строках своего письма, я, конечно, хочу поблагодарить наш замечательный коллектив. Они сегодня, по-моему, выложились, и я, как автор, очень доволен. Вы знаете, кто-то сказал из композиторов, что проклятие композиторов в том, что им нужен посредник. Вот. Но в то же время так бывает, что посредника нет, и вроде музыки как бы и нет. Вот. Но в данном случае есть такой замечательный посредник, как наш симфонический оркестр, как маэстро Николай Роготнев, как вот эти две девушки, которые здесь сидят, вот, мои дочери. Это, конечно, здорово, это счастье. Вот. И, ну, что сказать? Да, вот уже мне пошел 8-й десяток, я уже такой пожилой, так скажем. Но действительно энергия пока какая-то есть, силы какие-то есть, сочинять музыку хочется, так что я думаю, это главное. Будем сочинять дальше и надеюсь, что мы с вами еще встретимся. Хочется присоединиться к только что сказанным словам, тут добавить нечего. Хочу только добавить, несмотря ни на что, до новых встреч и прекрасных музыкальных впечатлений.